Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Его планы, его намерения. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте посмотрим, разгадаем его планы, его намерения. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, его планы, добиваться, завоевывать, сделать вас своей, своей дамой сердца. Девчонки, здесь явно охотник вышел на тропу. У него обострились все чувства, все эмоции, и вы для него, прям самое желанное. Хотите верьте, хотите нет, но кроме вас он никого не видит, никого не замечает. И как будто бы все другие женщины для него стали безликими, просто одинаковые, одинаковые. А вы одна такая прекрасная, манящая. Вы меня извините, что я так говорю, явно он на вас охотится, явно он хочет вас заполучить. Если вы смотрите, например, на мужа, это не ваша отсыпка. Здесь у мужчины все чувства обострились. Он и сам до конца не понимает, зачем ему это все. Но только вы у него в голове, только вы. Хочется заполучить, завоевать, своей сделать. Так, чтобы вы просто таяли в его руках. Понимаете, этого хочется. Очень похоже на новые отношения. Либо только лишь вы недавно, например, познакомились. Охотник, я же говорю, чувство охотника у него прям в пиковом значении находятся. Он сидит сейчас, в каком-то месте находится, и голова лихорадочно работает. Что я могу такое сделать, что такое предпринять, чтобы ее как можно скорее заполучить, чтобы ее добиться, чтобы она мне целиком и полностью отдалась. Прям очень ее хочу, очень-очень. И так, чтобы не просто на один раз, а чтобы она в меня влюбилась, чтобы она моей стала, чтобы у нас с ней все сложилось, получилось. Да, серьезный мужчина. Серьезно, вы его чем-то зацепили. Зацепили так, как ни одна другая женщина не могла зацепить. И, кстати, у кого-то из вас отыграется, что мужчина либо не свободный, либо до конца не свободен. Потому что есть тень другой, которая его просто бесит, раздражает. И из-под тени этой другой женщины он пытается постоянно выскочить, выйти. Да, может быть, он давно эту женщину разлюбил. А вы как триггер, на принятие решения, что пора заканчивать тот этап жизни и переходить в новый. А может быть, именно благодаря вам он понял, что не было любви, не было чувств, было какое-то наваждение, заблуждение, либо удобно, может быть, с той другой было удобно. Прям к вам он тянется, к вам он стремится. Не знаю, вы как свежий ветер, как свежий весенний ветер. Чем-то вы его таким заряжаете, у него аж мурашки идут. На кончиках пальцев такие острые ощущения. Что-то вы такое с ним творите, делаете, от чего он просто сходит с ума, даже в какое-то блаженство впадает. Он хочет, чтобы вы в него влюбились, а походу он сам в вас влюбляется. Причем влюбляется не по дням, а уже, грубо говоря, по часам. Он все чаще и дольше думает о вас. Опять же, смотрите, сейчас мы его поймали в моменте, когда он строит планы на вас, когда он какую-то стратегию разрабатывает, как же вас поскорее добиться и сделать вас своей. Такой, знаете, интересный. Почему-то он хочет попасть в ваш дом, либо напроситься, либо он думает сделать вам какой-то сюрприз, приехать к вашему дому, войти в ваш дом. Может быть, ему интересно посмотреть, как вы живете. Видите, ваш дом, вы в домике, а он стучится в ваш дом.
Почему-то прям очень интересует его ваш дом, ваше жилище. Либо это его план, да? План прийти к вам, посмотреть, какая вы дома. Там, может быть, не накрашенная, без мейкапа. Прям хочется увидеть вас другой. А может быть, он уже был у вас дома, и ему там так понравилось, эта энергетика вашего дома понравилась. Понравилось, когда вы в домашнем, либо вы домашняя, такая ласковая, заботливая, простая. Прям думает об этом, вот как прийти. А может быть, вы его уже пригласили, и он думает, вот как мне прийти так, чтобы там не опростоволоситься, не опозориться, да, что принести, что подарить. Прям думает о вас в вашем доме. Так, еще его планы. Вообще ему очень хочется вас забрать и куда-то с вами уехать на отдых, просто за город, а может быть, какое-то особое для него место. Хочется вас отвезти, какой-то дороге думает. Вот именно забрать вас и с вами куда-то поехать. Прям очень-очень хочется. Очень-очень хочется. Но он почему-то технически не может это продумать. Технически. Может быть, у него сейчас нет машины, либо она сломалась, либо на работе его не отпускают, либо вас на работе не отпустят. А может, действительно, вы еще не в тех отношениях, чтобы вы могли довериться и с ним куда-то ехать. Да, но очень хочет. Очень-очень сильно хочет. Так, еще здесь он себя показывает красивой и гордой птицей. Гордая птица. У него есть какие-то результаты, у него есть какие-то успехи, и ему очень хочется вам об этом рассказать. Но не так, чтобы вы подумали, что он хвастун, а так, чтобы, невзначай. Да, невзначай, чтобы вы там восхитили и сказали: о, какой ты классный, как мне повезло, что у меня такой крутой мужчина. Да, и хвастаться не хочу, но и хочу, чтобы она узнала какие-то успехи, достижения. Причем совершенно вот недавно он что-то там сумел сделать, добиться, заработать. Какую-то звездочку на себя повесить, либо погоны. Да, такое есть. Так, еще. Вы иногда ему показываете какие-то свои шипы. То ли вы такая острая на язычок, да, умеете там сказать, высказаться, либо у вас достаточно такая манера общения, да, вы умеете сказать так, что неповадно будет. Ему очень хочется, чтобы вы вот эти шипы против него не использовали. То ли поговорить с вами попытается на эту тему, то ли... Вот он не знает, то ли кого-то попросить, чтобы с вами поговорили. Либо намекнули, что не надо, типа, будь попроще, подобрее. Этого очень хочется. Так, еще в его планах что-то вам подарить. Что-то он для вас, кстати, он для вас уже что-то присмотрел. Что-то дорогое, стоящее. Какая-то дорогая вещь, похожая на ювелирку, на украшение похоже. Но ему кажется, что вы не примете, либо еще рано вам это дарить. Может быть, действительно, вы только недавно с ним познакомились, только недавно сошлись. Прям какая-то очень дорогая вещь. А может быть, это семейная реликвия, его семейная реликвия. И вот именно вам хочется подарить, именно на вас эту вещь хочется видеть. Но это прям что-то очень дорогое. Да, думает, обдумывает какой-то очень дорогой подарок для вас. Мечтает, закрывает глаза и видит вас в этом украшении. Но это что-то прям существенное. Вы когда увидите, обалдеете. Дорогая вещь, очень ценная вещь. Вы, конечно, все разные, да, может быть, девочки меня смотрят, у которых там, не знаю, Cartier, всякие там драгоценности, бриллианты, алмазы. Но для большинства эта вещь будет действительно вот какой-то очень необычной, очень дорогой. Да. Видите, он к чему-то сейчас привязан, но очень хочется вскочить на коня и ехать к вам в вашем направлении. При этом кричать о своих чувствах, о своих эмоциях. Прям очень хочется. А еще знаете, что его смущает? Он никак для себя определиться не может. Что больше? Чувства, которые он испытывает, либо желание? Раньше все было просто. Он видит женщину, она ему понравилась, он там на нее, грубо говоря, возбудился, все понятно, да, желание. А вот с вами все по-другому.
С вами хочется не просто там постельных сцен, но хочется, не знаю, посмотреть вам в глаза, обнять, просто с вами посидеть, помолчать. Какие-то странные желания у него рождаются. Они его будоражат, да. Почему-то он еще видит вас крайне такой недоступной женщиной. Либо, знаете, понимает, что вы себе цену знаете. Что с вами должно быть все очень четко, серьезно. И нельзя допускать промахов. Потому что вы строгая, вы не прощаете. Вас обижать нельзя. Вот, вас обижать нельзя. Либо ему кто-то об этом сказал, либо он сам это все придумал, либо догадался об этом. Он очень с вами обходительный и деликатный. Вот поверьте, ни с одной другой женщиной он не обращается так, как обращается с вами. Даже с мамой своей так не обращается. А вы для него, если сравнивать, наверное, какая-то очень изящная и дорогостоящая, пусть это будет, не знаю, фарфоровая статуэтка, да? То есть он не знает, что делать, молиться на вас, как оберегать вас, обнять, закрыть собой. Не знает, он иногда теряется. Девчонки, мысли тут такие, мечты. Тут вот все намешано, как мечты, мечтает. Когда человек мечтает, он думает обо всем и сразу. Очень много романтики, очень много притяжения. И опять же, вот главное желание вас добиться, вас покорить, потому что вы необычная, вы самое лучшее, что было с ним в его жизни. Единственное, что, конечно, он вас побаивается. Вот не могу понять, по какой причине. Он вас побаивается, вот явно. Он знает, что вы в случае чего можете и шипы показать, вот они, видите, шипы, и острой быть, и пятерку ему сразу выкатить, знаете, как послать. Вот если он что-то делает не так, либо сделает не так, вы сразу такая: пошел вон, да, исчезни, испарись, не хочу больше видеть. Почему-то он этого очень боится, не знаю. Может быть, у вас такой авторитет, либо это ваше амплуа. Почему он так вас боится? Скажите, пожалуйста. Если вы сами не понимаете, почему, может быть, немножко нужно быть пораскованнее в его присутствии, потому что он вас видит очень колючей, очень строгой и очень требовательной. Знаете, в отношениях, наверное, это не лучшее, да? Когда ты видишь человека острым и еще и боишься его. Сейчас я на картах посмотрю. Просто интересно даже, почему так он вас воспринимает. Но в этом случае боится, значит, уважает, оно не работает. Не работает. Мужчина, но он стесняется и побаивается. Как-то так идет. Он раскрыться перед вами не может. Сейчас посмотрим, почему он вас такой острый видит. Тут явно кто-то ему что-то про вас рассказал из вашего прошлого. Карта гроб, горы, ребенок. Что-то ему про вас рассказали. Причем не самое лучшее. Может быть, сказали, что у вас скандальный характер, что вы действительно там ошибок не прощаете, что вы быстро выходите из себя, что вы вообще такая неприступная, как горы. Попробуй, добейся ее. Может быть, как кто-то из вашего прошлого, мужчина, с кем у вас были отношения, может быть, это он о вас распускает какие-то гадости. Здесь кто-то морок наводит, тучи. Кто-то очень хитрый и подлый это все делает, да, а он верит. Еще мне кажется, что вы не такая, вы добрая, просто вы скромная. Да, вы скромные, на мужиков не вешаетесь, поэтому так себя и ведете. А ему наговорили гадостей. И он в эти гадости, поверил. Так, сейчас его просмотрим. Он тоже тень на плетень наводит. Вот наслушался, теперь старается показаться не тем, кем есть на самом деле. Мужчина неплохой, он за стабильность. Либо он уже устал, да, от свободной жизни, хочет стабильности. Да, он во многое не договаривает о себе, потому что боится спугнуть свой шанс. Да. Вам нужно просто сесть и поговорить с ним. Вот, все точки над «и» расставить. Это будет правильно. Иначе он будет дальше о вас мечтать, а вы будете держать его на расстоянии вытянутой руки. Непонятно, чем это все закончится. Ладно, чего вам ждать от него? Чего ждать? Приезда ждите, встречи ждите.
Что-то он вам расскажет, чем-то поделится. Ну, подарок. Вот что-то мне подарок идет. Подарок, который именно для него что-то очень сильно много значит. Зачем нам гроб? Ну, будет сокращать дистанцию, будет, возможно, вас расспрашивать о вашем прошлом, либо вам о себе что-то рассказывать из прошлого. Ему очень хочется быть перед вами чистым, честным и открытым. И того же он будет ждать от вас, девочки. Едет, приедет, встреча будет. Вот что будет, вот что ждет. Да, вот не зря показывают его около вашего дома. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.